В Мирном на днях состоялось расширенное заседание Общественного совета. Собрание приурочили к Дню народного единства, который россияне отметили 4 ноября. Представители общественных организаций, политических партий и предприниматели обсудили с главой района предварительные итоги уходящего года. Все подробности далее. На встрече говорили о многом. Повестка включала 6 пунктов. Собравшиеся обсудили ситуацию с поставками продовольствия, мероприятия, проводимые в рамках празднования Года литературы, финансовую поддержку некоммерческих организаций и другое. Одним из главных вопросов стало состояние здравоохранения в Мирнинском районе. Члены Совета сошлись во мнении, что в последнее время качество предоставляемых медицинских услуг повышается. А это было бы невозможно без той поддержки, которую оказывает администрация района и акционерная компания «Алроса». Вот за эти годы, которые муниципальное образование выполняет только функцию создания условий в рамках программы создания благоприятных условий для кадрового обеспечения, только 98 прибывших специалистов в медицинские организации района получили единовременную материальную помощь на обустройство в сумме по 150 рублей врачи и по 150 тысяч рублей врачи и 70 тысяч рублей медицинские сестры. Это на сумму за все эти годы почти 10 миллионов рублей. Кроме того, многие врачи получили безвозмездную финансовую помощь в общем объеме 10 миллионов рублей для выплат первоначального взноса по ипотеке. А в январе 2016 года в Мирном будет сдан 71-квартирный дом для медицинских работников. Также идет плановое укомплектование медкабинетов современным оборудованием, а это значительно облегчает работу медиков. И многие задаются вопросом, есть ли от всего этого результат. Вот Татьяна Анатольевна озвучила, 10 миллионов за счет бюджета, за счет ваших с нами денег было подарено работникам больницы, которые приехали. Ни работникам компании, ни другим работникам. Никто не платит, когда они приезжают в Мирнинский район, подъемные до 150 тысяч рублей. Никто из вас, вы понимаете, не получит компенсацию первоначального взноса до 1 миллиона рублей, как мы сделали для Мирнинской центральной районной больницы. Это все делалось, потому что общественность выступала, просила нас помочь. И мы хотим дальше определиться, следует ли дальше помогать, или наоборот надо развивать, или уже прекращать эти программы. Конечно, есть и трудности. Например, штат медицинских работников Мирнинской центральной районной больницы сегодня заполнен лишь на 65%. А в стационаре отмечается явная нехватка койко-мест. Поэтому районные власти продолжают обращаться к руководству Министерства здравоохранения Якутии. Главная задача – дать понять, что проблемы у нас есть, и решить их без большой финансовой поддержки республики невозможно.